дорогие наши пользователи! Сегодня вас мы пригласили на обзор рекламу необычных книг, в мире необычных книг. И вы увидите самые необычные, оригинальные, редкие книги, старинные, тяжелые книги. То есть все те рекорды книгоиздания, которые есть в нашей библиотеке. Но сначала буквально два слова о нашем книжном фонде Центр детского чтения. Книжный фонд Центра детского чтения богат и разнообразен. Он составляет около 200 тысяч книг и брошюр по разным отраслям знания. Есть у нас и зарубежная классика, и русская классика, стихи, фэнтези, фантастика, а также учебная литература, справочные издания. Все у нас есть. И научно-познавательные книги тоже. А вот самые уникальные, редкие книги, подарочные издания и то, что дарят нам писатели, поэты, путешественники, и то, что поступает в библиотеку в одном экземпляре, все это находится у нас в зале книгохранения. Бестселлеры, книги-бестселлеры, таких авторов, как Толкин, Веллер, Стивен Кинг, Джоанна Роллинг, Дмитрий Емец, это уже на абонементе, то есть где книги опускаются на дом. Книжный фонд, повторяю, богат и разнообразен. Какие же это книги? Давайте с вами посмотрим, какие редкие книги у нас есть. Видите? Редкие книги. Самая старинная, самая редкая книга, это, конечно же, вот эта. Ей 133 года, этой книги. Это сочинение Пушкина, 10-й том, лицейские стихотворения и отрывки. Дело в том, что эта книга издана в Санкт-Петербурге, в частной типографии Суворина. Состоит она из пожелтевших страничек, видите, старинные транскрипции, старинные буквы тут. Эта книга нам очень дорога, как носик в историю книгопечатания и библиотечного дела. Следующая старинная тоже книга «Кожа на переплете». Автор этой книги Худовеков «История танцев». Она тоже в Санкт-Петербурге издана 106 лет назад. Книга рассказывает об истории танцев времен упадка Рима и до XVIII века. Здесь собран интересный материал о старинных танцах, таких как ригадон, габот, шаканне, пассепье и многие другие. Книга была очень дорогой в то время. Стоила она 12 рублей до революции. Представьте себе, кто ее мог купить или приобрести до революции 1917 года. Нет, конечно, многие не могли бы. Для сравнения, в то время в сельском хозяйстве корову можно было купить за 5 рублей, то есть. А эта книга стоила 12 рублей. И вот представляете, какая разница в цене. А вы, наши пользователи, просто вот можете прийти и полистать эту редкую книгу. Вот она, даже вот она разноцветная, видите, разноцветная красивая книга. В нашей библиотеке очень много таких книг, подаренных книг, писателями, поэтами, такими как Мустай Карим, Камиль Зиганшин, Фания Тугузбаева, в общем, башкирские писатели, русские, Борис Павлов, ну и многие-многие другие, Таганок. Но сегодня я хочу поговорить об этой книге. В нашем фонде есть книга с автографом писателя Сергея Барузина. Дело в том, что 60 лет назад московский детский писатель Сергей Барузин посетил нашу библиотеку и оставил на память вот эту книгу с автографом. Вот видите? Ну, нам эти книги очень дороги, потому что в руках держали не только писатели-поэты, но они оставили добрые слова, пожелания. Вот этим они ценны, эти книги. Ну а теперь давайте удивляться, я хочу показать вам самые маленькие книги нашей библиотеки, самые большие и самые тяжелые. Миниатюрные книги, вот они, маленькие книги.
Сначала давайте поговорим об этой книге. Она находится в коробочке вот в такой. Называется «Округ Галлия». «Округ Галлия». Издана она в Германии в 1983 году. Формат этой книги 5 сантиметров на 5 сантиметров. Книга включает текст о прошлом и настоящем побратима города Уфы, округа Галлия. В книге много красивых фотографий, и если у вас хорошее зрение, пожалуйста, смотрите и читайте. Текст мелкий, но можно вот с лупой почитать вот так вот. Видите, какая красивая книжечка, подарочное издание «Округ Галлия». Следующая книга «Цветы в легендах и преданиях». Тоже интересная история ее издания. Однажды в редакции раздался телефонный звонок из московского салона по продаже книг цветов. Девушки-продавщицы сообщили, что клиенты, покупая в библиотеке букеты цветов, с удовольствием приобретают маленькие книжечки с рассказами о цветах. Так появилась миниатюрная библиотечка «Цветы в легендах и преданиях». Этот том посвящен сирене, ландышу, нарциссу, гиацинтам. Вот такие маленькие миниатюрные книжечки. Теперь, наверное, посмотрим вот самая большая книга в библиотеке. Вот это азбука. Формат ее тоже внушительный. 59 сантиметров на 39. Всего на 6 страницах из толстого картона, на примерах ярких картинок с изображением животных, дается рассказ о всех буквах алфавита. Проект книги подготовлен в Москве в издательстве «Премьера», а сама книга напечатана в 1998 году в Италии. Если у вас есть маленькие родственники, сестренки, братишки, племянники, внуки, приходите заниматься с этим атласом. Смотрите, какая она яркая, красивая. Она находится в младшем читальном зале, эта книга. Но не только в Италии научились делать такие большие книги, но и в России. Вот такая книга есть у нас. В нашей стране могут тоже печатать такие большие книги. «Атлас мира» издан в Москве в 1954 году, то есть 66 лет назад. Формат чуть-чуть меньше азбуки, 50 на 34 сантиметра. Но зато это самая тяжелая книга в библиотеке. Весит она более 10 килограммов. И если хотите стать не только умнее, но и сильнее, приходите позаниматься с этим атласом мира. Вот с этим атласом мира. Приходите, позанимайтесь. Вот такая тяжелая библиотечная книга. Ну вот тоже большого формата книги. «Волшебные сказки». Азбука чуть-чуть поменьше. Потом какие еще у нас книги есть? Вот это тоже в читальном зале можно уникальные книги «Магический глаз». Вы видели такие книги? В этих книгах помещены изображения трехмерных оптических иллюзий, очаровательные объекты, которые плавно материализуются перед взором. Как делаются такие рисунки? Как научиться видеть скрытые изображения? То есть текста тут очень мало, тут надо долго смотреть эти картинки. Долго всматриваться. Минуты 2-3, может быть 5, и потом что-то увидеть. Они, эти рисунки, очень разные, видите, и что-то означают. Это нужно увидеть. Потом, есть у нас еще вот такие книги, но они без рисунков. Для слабовидящих, слепых детей есть у нас книги со специальным шрифтом Брайля. Алфавит Брайля, ребята и взрослые, состоит из 63 комбинаций букв и знаков. Такие книги читаются с помощью кончиков пальцев. Буквы, точки, как бы выпуклые бугорки. Вот видите, выпуклые бугорки. Это для особых детей такие особенные книги.
Со шрифтом Брайля у нас в книжном фонде есть где-то 10 книг. Они на башкирском языке, на русском. Это произведение Мустай Карима, Мажита Гопури. Затем из этой же серии есть вот такие книги. Они тактильные книги называются. Почему? Потому что, как вы видите, полностью сделаны из фетра, из таких вот природных материалов, из бисера, бусинок, вручную. Они очень дорогие. Делаются они в Нефтекамске. Это для особенных детей тактильные книги, то есть осязательные, для слабовидящих и слепых детей. Эти детские книги разноцветные, яркие, красивые, сделаны из разных материалов. Из фетра, бусинок, бисера. Главная задача этих книг – помочь незрячим, плохо видящим детям в исследовании и восприятии окружающего мира. Покажу вот эту книгу. Это тоже из этой серии. Сказка. Она состоит вот из этой такой сумочки. Из самой сказки на башкирском и русском языке. Параллельный перевод. Видите? Сказки. Эта сказка небольшая буквально. И, конечно же, персонажи к этой сказке. Бабушка, дедушка, дочка Зухра. Сказка называется «Луна и Зухра». То есть вот это все в сказку уходит. И тактильная книга, видите, нащупывается «Луна и Зухра». Это по мотиву башкирской сказки. Смотрите каждую страничку. Это все вручную, все сделано, видите? Вырезано опять из фетра разноцветного. Красивая, да, книга? Очень красивая и очень дорогая. Стоит она, вот в комплекте со сумкой, 4300 рублей. Очень внушительная цена. Так, это же потом. Для самых маленьких выпускается очень много необычных книг. Есть книжки-панорамки, вот такие, когда картинка выступает, видите, да? Картинка выступает, книжки-панорамки, книжки-игрушки, видите, наши дети любят такие книги. Вот они, с объемными такими картинками, оригинальными. Затем книжки-лото. Книжки-лото можно поиграть в лото и почитать книги. То есть и поиграть в лото, и почитать книги. Затем с 3D очками есть книги у нас. Вот такие книги. Ребенок надевает очки и смотрит картинки. И картинки тоже как бы приближаются, что ли, приближаются. Вы не смотрели на такие книги, да? Как бы вот сразу приближаются эти картинки. 3D очками книги. Потом есть говорящие, звучащие книги. Сказку рассказывает книга. На батарейках, естественно. Обратите внимание на музыкальную книгу. В музыкальном нотном секторе у нас есть музыкальная книга Гофмана «Щелкунчик». И эта книга – идеальный вариант сказки на ночь для малышей. Всю сказку можно прослушать за 25 минут с нажатием одной кнопки. Сказку читает профессиональный актер, слух радует классической музыкой Чайковского. Есть дополнительные звуковые эффекты: шелест листвы, пение птиц, звон ручья,
успокаивающая сразу музыка. Это можно включить перед сном ребенку. И рассказывается сказка. На батарейках, естественно. Вот такая книга у нас есть в музыкальном зале. Книжки-раскладушки или книжки-гармошки. Вот такие есть еще. На всю длину они раскладываются. Раскладушки, вот акулы есть такая в читальном зале книга, а это книжка-гармошка. Книжки-пазлы есть. Посмотрите, не только можно читать, но и складывать пазлы. Видите? Вот, пазлы, книжки складывать, пазлы. На каждой страничке пазл. То есть ребенок маленький, он сам уже складывает эти пазлы. Книжки-игрушки, вот такие, из твердого картона. Почему? Потому что маленькие дети, как правило, рвут книги, а вот эти книги, они не рвущиеся. Книжки-игрушки. Их даже если можно кинуть, с ними ничего не случится. Такие книжки. Они разного формата, в виде машинок, в виде просто кружка, кружочка. Маленькие дети, допустим, годик, учатся, ну, какие животные, они учат по этим картинкам животных, например, как выглядит лиса, как заяц. Это для маленьких читателей наших. Так, потом вот книжка-сумочка с игрушкой. Вот такие есть сумочки с игрушкой. Они, в каждой книжке своя игрушка в подарок. Потом книга, которую можно читать в темноте. То есть буквы этой книги светятся. То есть в темноте можно читать, сидеть. Светящиеся книжек. Затем игровой репетитор вот такой вот есть. Знакомимся с дикой природой. Это игра, книжка-игра на магнитиках. Вот такая вот книжка-игра на магнитиках. Все это есть не только в читальном зале, но и на абонементе. Мы очень любим наш книжный фонд, Центр детского чтения. Очень оригинальных книг у нас очень много. Приходите, познакомитесь с ними. Спасибо за внимание.